Автопробег, посвященный двум значимым датам – 75-летию Великой Победы и 88-летию Юго-Осетинскому государственному университету, стартует у главного корпуса ЙОГУ. Под песни Победы раритетные автомобили, во главе которых мотоцикл «Урал М-72», пополнивший коллекцию музея боевого оружия времен Великой Отечественной войны, двинулись по центральным улицам Цхинвала. Мотоцикл и автомобили середины прошлого века, в которых сотрудники и студенты ЙОГУ в военной амуниции периода Великой Отечественной вызывали восторг у прохожих на центральных улицах города. Военное обмундирование участникам пробега предоставили руководство Государственного драматического театра Южной Осетии, Дворца детского творчества Цхинвала, ОМОНа Республики. Легендарное оружие, экспонаты музея ЙОГУ в руках у солдат притягивали взоры. Участников автопробега приветствовал президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Автопробег завершился возложением цветов к вечному огню. Главное все-таки помнить. Помнить о геройстве советского народа, помнить о том, что именно благодаря этим людям мы сегодня живем, благодаря этим людям у нас сегодня мир. И что самое главное, благодаря этим людям мы еще больше чувствуем, что такое патриотизм, что такое любовь к родине, что такое отдавать свою жизнь за свой народ. Поэтому я еще раз хочу выразить благодарность и организаторам, и участникам. Я прекрасно знаю, как Вадим Бутазович, ректор университета, всегда занимается патриотическим воспитанием людей, прививает любовь к родине, и это не может не вызывать уважения. И, конечно, спасибо вот этим молодым людям, которые понимают, что такое победа, какой вклад внесли мы, осетины, в копилку нашей общей победы. И это говорит о том, что в любом случае те попытки, которые сегодня есть по переписанию истории, по переоценке ценностей, оно все-таки не пройдет. Молодежь помнит, молодежь знает, молодежь чтит, и молодежь дальше будет продолжать те великолепные традиции, которые нам наши великие воины оставили. В мероприятии вместе с сотрудниками и студентами ЙОГУ приняли участие сотрудники посольства и руководитель представительства Россотрудничества Сергей Скворцов. Руководство вуза делает все возможное, чтобы все поколения студентов воспитывались на примерах своих героических предков, чтили и помнили их, сказал ректор ЙОГУ Вадим Тедеев в завершении праздничного автозабега. В этом году весь мир празднует 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для нас эта победа значимая, потому как вклад осетинского народа в эту победу всем известен. Вы знаете, что и по количеству героев Советского Союза на душу населения мы на первом месте. И я бы хотел, чтобы наша молодежь всегда об этом помнила. В этом году еще 88 лет со дня основания Юго-Осетинского государственного университета имени Александра Тибилова. Это тоже для нас красивая дата. Я хочу сказать, что сегодня в этом мотоавтопробеге участвовал мотоцикл «Урал М-72»,
Этот мотоцикл пополнит музей краеведения и этнографии, где будет отдел, посвященный именно победе советского народа в войне Великой Отечественной. И вот эта красота, которая займет скоро свое место как экспонат. Я хочу сказать, что здесь ребята, которые где-то рядом, у них оружие в руках тоже времен Великой Отечественной войны. Это и винтовка Мосина, это и пулемет Дегтярева, автомат ППШ. Я хочу сказать, что в декабре этого года мы вас всех пригласим именно на открытие нашего музея этнографии и краеведения.